Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Реальные потери России в Сирии составляют сотни человек убитыми. Об этом сообщили в своем расследовании журналисты британского телеканала Sky News. Речь идет о частных армиях российских наемников, которые сражаются с повстанцами на стороне Асада. Человек 500-600 там осталось. И о них уже никто никогда не узнает. Кыргызские домохозяйки в рядах запрещенной радикальной группировки Хизбут-Тахрир. В связях с радикалами их обвинила полиция и муфтият. Соседи одобряют. Я не совершала никакого преступления. Я не воровала, не работала проституткой. Почему нарушают мои права? Россия заявила о попытке теракта в Крыму. Ее спецслужбы утверждают, что с боем задержали диверсионную группу из Украины. В перестрелке погиб один пограничник. Украинскому генштабу пока об этом ничего не известно. Специалисты эту информацию проверяют, чтобы понять, что случилось. Инвалид, бежавший из плена луганских сепаратистов, стал известным на весь Житомир сыроваром. Поселившись в заброшенном сельском доме, он завел стадо коз. И спустя всего лишь полгода за его уникальным козьим сыром приезжают из столичного Киева. Я не чувствую себя ограниченным в чем-то, я не чувствую себя забитым и неспособным сделать что-то. Я, наверное, неисправимый оптимист. Собака революции. Видео об активном участнике всех демонстраций в Ереване, бездомном псе по кличке Белый, бьет все рекорды по просмотрам в армянском интернете. Британский телеканал Sky News показал в своем эфире сенсационное расследование о реальных потерях России в Сирии. Как утверждают журналисты канала, речь идет как минимум о 500 убитых наемников из так называемых ЧВК, частных военных компаний, которые выполняют всю грязную работу по борьбе с сирийскими повстанцами. Авторам расследования удалось записать интервью с бывшим российским наемником, сражавшимся в Сирии. С его слов, именно на плечи россиян ложится вся тяжесть боевых операций. Человек 500-600 там осталось. И о них уже никто никогда не узнает. Из роты штурмовой, где я был, 18 человек погибло. Чтобы после нас вот эти петушки, армия Асада, чтобы они прошли и закончили нашу работу. Основную эту работу на нас положили. Расследование британцев далеко не первое. Несколько месяцев назад российские журналисты петербургского издания «Фонтанка» уже публиковали подобное интервью. В нем также шла речь о больших потерях среди солдат и офицеров частных российских армий, в том числе в частной военной компании «Вагнера», которую так называют по фамилии ее основателя и командира. Некоторые российские эксперты уже подвергли сомнению правдивость британского расследования. Те люди, с кем я разговаривал, рассказывали о том, что при попадании в Молькино сначала ты проходишь довольно сложную систему тестов, и если в итоге ты и по физподготовке, и по другим параметрам устраиваешь командный состав, то ты получаешь 80 тысяч в месяц. Это идет процесс и подготовки, и ожидания. Да? Большие деньги, то есть 240, 250 я не слышал, 240 тысяч рублей платили именно во время командировки, во время участия в боевых действиях. То есть люди на территории России таких денег не получали. Тем временем другая британская телекомпания BBC опубликовала фотографии, на которых впервые можно увидеть британский спецназ на территории Сирии. Снимки, датированные июнем, сделаны сразу после нападения повстанцев из группировки «Исламское государство» на базу Аль-Танаф на границе с Ираком, которую обороняют бойцы одной из умеренных повстанческих группировок новой сирийской армии. Как сообщает BBC, именно британский спецназ смог отбить атаку повстанцев из ИГИЛ, и именно британские спецтехника и военнослужащие запечатлены на фотографиях, сделанных сразу после боя. В августе 2015-го программа Пентагона по обучению новой сибирской армии провалилась. В этой программе наравне с США участвовали еще 5 стран, в том числе и Британия. Несмотря на то, что программа провалилась, британцы остались. Они в основном тренировали бедуинов на юге Сирии, на границе с Иорданией. Британский спецназ принимает участие в их операциях против ИГИЛа в той части Сирии. Напомним, что удары по базе Аль-Танаф наносила и российская авиация. Это стало причиной скандала между Америкой и Британией с одной стороны и Россией с другой. В воздух, чтобы отогнать российские самолеты, даже поднимались американские истребители. В тот момент американский и британский спецназ на базе отсутствовали. Они покинули ее территорию буквально за несколько часов до авиаудара. В результате российские военные пообещали больше не бомбить эту территорию.
Накануне появления информации о британском спецназе сразу несколько интернет-компаний, занимающихся изучением космических снимков над местами международных конфликтов, заявили, что им удалось увидеть сосредоточение американских вертолетов на территории заброшенного авиазавода на севере Сирии. Среди авиатехники, стоявшей на летном поле этой секретной авиабазы, был даже конвертоплан, при помощи которого американский спецназ перемещается к местам боевых операций. Как утверждают источники в сирийской разведке, значительное количество спецподразделений из США и Франции участвовали при поддержке авиации антитеррористической коалиции в штурме города Манбидж, который много месяцев находился под контролем повстанцев из оппозиционной режиму Асада организации «Исламское государство Сирии и Леванта». Как заявляют сирийские правозащитники, а также представители проамериканских отрядов сирийской оппозиции и правительству Сирии, во время боев за Манбидж самолеты ВВС Франции и США совершили несколько ошибок и нанесли удары по колоннам беженцев, в результате которых погибло по меньшей мере 200 гражданских лиц. Предположения экспертов о возможной секретной сделке по Сирии между президентами России и Турции находят некоторое подтверждение. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому агентству «Анадолу» заявил, что взгляды Эрдогана и Путина на сирийскую проблему стали совпадать, хотя до последнего времени они были диаметрально противоположными. Раньше в России и Турции были разные взгляды на работу военных, Министерства иностранных дел и служб разведки. Однако сейчас мы начинаем работать вплотную. Турция и Россия разделяют мнение относительно необходимости прекращения огня в Сирии. Достичь этого можно разными путями. Мы не хотим, чтобы продолжались нападения на мирное население. Мы также не поддерживаем нападения на умеренную оппозицию, если они не террористы. Мы обсуждаем блокаду Алеппо. А это любительские кадры ночных бомбежек позиций повстанцев. Теперь вы видите, что происходит на юго-западе Алеппо днем. Части правительственной армии Сирии наступают после ковровой бомбардировки позиций повстанцев, произведенной российской авиацией. Это кадры официальной страницы Министерства обороны Сирии в Фейсбуке. Жители восточной части Алеппо в интервью Рейтер утверждают, что сирийские самолеты опять сбрасывали бочковые бомбы на жилые кварталы. Вчера около 11 утра пролетел самолет, который сбросил 2 бочки. Одну прямо перед нами, вторую сзади. Вся эта область населена гражданским населением. Здесь нет никого, кроме нас, и кроме Аллаха нас никто не защищает. Эти бомбы разрушили все: дома, машины. Женщина, которая проходила мимо, погибла у меня на глазах вместе с ребенком. Многие ранены. Здесь нет повстанцев из сирийской свободной армии. Здесь только мы, гражданские. Вот здесь школа. Она не работает уже больше 4 месяцев. Мы живем здесь без воды и электричества, но они все равно хотят нас уничтожить. 2 дня назад был ракетный удар. Вот здесь, смотрите. Ракета попала к нам на балкон. Это кадры происходящего сегодня на юго-западе Алеппо, снятые самими повстанцами. Представители сирийской оппозиции пишут в социальных сетях, что их наступающие отряды действительно были вынуждены оставить занятые ранее позиции и с большими потерями отступить. Запрещенную организацию Хизбут-Тахрир пополняют кыргызские домохозяйки. Правоохранительные органы обвинили 2 жительниц Джалалабадской области в экстремизме. Те в ответ заявили, что в республике нарушаются права верующих, и начали кампанию в свою поддержку в интернете. Джибек Бегалиева с подробностями. Обычные домохозяйки теперь все чаще пополняют ряды экстремисток. К обыску дома одной из таких подозреваемых в милиции готовились несколько месяцев, и, как оказалось, не зря. В доме у матери 3 детей Бактыгули Мурбековой нашли запрещенные фото и видеоматериалы. На них все, что нужно знать хизбут-тахрировцу, как установить халифат и почему не верен тот государственный строй, что есть сейчас. Примерно то же самое нашли в доме еще одной джалалабадской домохозяйки. Случилось это еще в мае, а спустя 3 месяца женщины записали видеообращение и начали распространять его в социальных сетях. Они нашли в детской комнате 2 листочка.
Я сказала, что это не мое, однако сотрудник 10-го отдела возразил мне. Мы поругались. Он пригрозил посадить меня. С тех пор мои дети живут в страхе. Мобильное видео быстро набрало популярность, и обращение женщин в платках многие расценили как нарушение прав верующих. Я не совершала никакого преступления. Я не воровала, не работала проституткой. Почему нарушают мои права? Через несколько дней после того, как видео начало гулять по мобильным телефонам деревенских жителей, свое разъяснение поспешили дать в местном муфтияте. Они не придут с обыском просто так, даже если у них есть серьезные основания для этого. Они ведут наблюдение и только потом принимают меры. Они работают совместно с муфтиятом. Органы не могут провести обыск или задержать кого-то только из-за того, что женщина в платке или носит длинную одежду. В любом случае, считает в органах, своим обращением женщины добились сочувствия многих земляков. Однако вина подозреваемых, по их мнению, все равно будет доказана. В середине августа дело будет отправлено в суд. Мы считаем, что это просто попытка избежать ответственности и привлечь внимание общественности, потому что они уже признали свою вину еще во время следствия. Кроме двух жительниц Аксайского района, в причастности к деятельности запрещенной группировки Хизбут Тахрир, только в Джалабадской области Кыргызстана подозреваются еще около 500 человек. Дюбек Бегалиева, Руслан Калматов, Джалабадская область. Проблема радикализации молодежи остро стоит и в соседнем Таджикистане, где власти пытаются бороться с запрещенными экстремистскими исламскими течениями при помощи методов, которые мало отличаются от действий самих экстремистов. Накануне в столице республики Душанбе прошла международная конференция, посвященная проблемам радикализации таджикского общества. На нем эксперты впервые озвучили такое понятие, как светский экстремизм государства. Насильственное сбривание бород – это есть экстремизм. То есть, но только не религиозные под влияние, они могут легче попасть под влияние радикальных течений, особенно молодежь. Проблема радикализации в Таджикистане усугубляется крайней бедностью его населения. И даже в столичном Душанбе дети из малоимущих семей вынуждены браться за любой заработок в свои каникулы, чтобы хоть как-то поддержать своих родителей, которые зачастую по много месяцев не имеют работы. О юных собирателях пластиковых бутылок. Александр Касаткин. Сбор бумаги, пластика и пластмасс на свалках Душанбе – один из видов заработка для детей в летнее время. Эсхон Назилшоев, мальчик 12 лет, вместе со своими ровесниками обходят все улицы и переулки в районе Гипрозем, города Душанбе. Собирают пластик, пластмассу и бумагу на свалках и продают их. В этом квартале покупают в основном пластмассы и пластик. Правильно? Ладно. Мы пластиковые бутылки собираем на улицах, приходим, сдаем, нам платят. На эти деньги мы покупаем одежду для школы, в общем, для школы. На этом пункте приема образовались настоящие горы из пластика, пластмассы и бумаги, и они ждут оптовых покупателей. Оптовые покупатели – это владельцы предприятий, которые занимаются вторичной переработкой и изготавливают из них бытовые предметы. Из этого изготавливают пластмассовые ящики для фруктов, из бумаги делают бумагу, ячейки для яиц. Еще из этого делают целлофановые пакеты. Организация такого приемного пункта особенно заинтересовала детей на сбор мусора на улицах и проспектах. Дети в основном на улицах и в местах выброса мусора собирают макулатуру и пластик. Это способ агитации детей не бросать мусор на улицах. Раньше в Душанбе жаловались, что жильцы домов по ночам скрытно выбрасывают свой мусор на улицах и позади жилища. Сейчас же этот мусор превратился в способ заработка и обеспечения семей. Собираем отходы на свалках и возле рынков. Собираем раз в несколько дней. Последний раз мне дали за них 15 самани. На эти деньги куплю своим детям лепешки, сладости или что-нибудь другое. Ранее экологические активисты выражали серьезную озабоченность ростом количества искусственного мусора, особенно из пластика на улицах города, в частности, на берегах реки. Они утверждают, что такой объем мусора не поглощается природой и пагубно влияет на окружающую среду. Но складывается впечатление, что с организацией пунктов приема мусора хотя бы в районах проживания горожан проблема выброса мусора из пластика будет решена. Далее в программе. Инвалид, бежавший из плена луганских сепаратистов, стал известным на весь Житомир сыроваром. Поселившись в заброшенном сельском доме, он завел стадо коз. И спустя всего лишь полгода за его уникальным козьим сыром приезжают из столичного Киева. Я не чувствую себя ограниченным в чем-то, я не чувствую себя забитым и неспособным сделать что-то. Ну, я, наверное, неисправимый оптимист.
Собака революции. Видео об активном участнике всех демонстраций в Ереване, бездомном псе по кличке Белый, бьет все рекорды по просмотрам в армянском интернете. Россия заявила о задержании в Крыму диверсионной группы из Украины. Как сообщает Федеральная служба безопасности, в результате боя, в котором погиб один российский пограничник, были взяты в плен 3 украинских военнослужащих. Это произошло в ночь с 6 на 7 августа. Российские спецслужбы утверждают, что эта диверсионная группа готовила теракты на территории аннексированного Крымского полуострова. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянской республики Крым обнаружена группа диверсантов. В результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. В Генштабе Украины нашему корреспонденту не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть это заявление ФСБ. Я сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Буквально вчера представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сделал заявление, что на территории Крыма проходит учение ФСБ по антитеррору. Вполне вероятно, можем предположить, что те заявления, которые сегодня прозвучали, они вписываются в канву этих учений. Так это или нет, пока неизвестно. Мы будем ждать соответствующих информационных сообщений от представителей оккупационной власти. Что касается вооруженных сил Украины, то мы находимся на определенных участках и определенных границах. Мы выполняем задания по сдерживанию агрессии на юге нашей страны. Делаем все возможное, чтобы обеспечить территориальную целостность и независимость нашей страны. Конкретніше, хто затримані? Такой информации у меня нет. Соответствующие специалисты эту информацию проверяют, чтобы понять, что случилось. То же самое наши коллеги услышали по телефону и от Министерства обороны Украины. Сейчас мы проверяем эту информацию. Скоро на сайте Минобороны, Главного управления разведки и других ведомств появится официальная реакция. Мы проверяем эту информацию, но пока похоже на очередной информационный вброс. В заявлении ФСБ также говорится о нескольких задержанных в результате боя. Было даже названо имя одного из них. Им является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который также задержан и дает признательные показания. По словам местных жителей, границы аннексированного Крымского полуострова и Украины уже несколько дней стягивается российская боевая техника. 8 и 9 августа с перебоями работали пункты приграничного пропуска. И, как стало известно к моменту записи нашей программы, президент России Владимир Путин сделал заявление по последним событиям в Крыму. Он заявил, цитата, «Украина переходит к террору». Тем временем те, кому посчастливилось убежать из зоны военных действий на Донбассе, пытаются приспособиться к новой мирной жизни. Инвалид без руки и ноги из Луганска стал известным сыроваром в украинском Житомире. Марина Ступак о фермере, пример которого вселяет надежду многим беженцам из Восточной Украины. Примерно там температура 35-40 градусов нужна для ферментации. Добавить в козье молоко фермент – только первый шаг к созданию домашнего сыра. Технология производства проста, говорит сыровар Александр Кононов. Но главное в готовке – другое. Это ж уже, я ж каждый день его делаю, я к нему присматриваюсь. Я его руками уже чувствую, естественно. По кухне мужчина перемещается на инвалидной коляске. Правую руку и левую ногу Александр потерял 11 лет назад на производстве. Я не чувствую себя ограниченным в чем-то, я не чувствую себя забитым и неспособным сделать что-то. Ну, я, наверное, неисправимый оптимист. Есть у Козьмы Прудкова выражение «хочешь быть счастливым, будь им». Александр Кононов родом из Луганской области. С началом войны на Донбассе помогал украинской армии. Затем попал в плен сторонников непризнанной ЛНР, где пробыл 3,5 месяца. А полгода назад решил перебраться в Житомирскую область. В селе Десятина, где живет около 30 человек, купил заброшенный дом, создал ферму и вместе с товарищами решил наладить производство козьего сыра. У меня была давняя мечта создать козью ферму. В Азии и в Северной Африке 55 до 60% козьего молока в общей массе производится. В Европе 30-35, а у нас в Украине всего-навсего 1-2. Людям нужно прививать культуру потребления козьего молока. Чтобы уследить за всем хозяйством, мужчина просыпается в 5 часов утра. Перед тем, как выгнать стадо на пастбище, инвалидную коляску Александр меняет на протез. Стадо из 160 коз и овец послушно следует за пастухом. Атос, Портос и Арамис, Лена, Крапенко и Ляля. Почти каждую козу и овцу из своего стада он знает по имени. Говорит, у всех особенный характер и своя история. Ну вот
Лена Коза, жила у людей вот одна, и теперь каждой женщине она тянется, ищет себе хозяйку. Чтобы увеличить производство козьего сыра, в ближайшие пару лет Александр хочет создать стадо из не менее 300 голов. Хозяйство планирует переместить в заброшенную конюшню недалеко от дома, которую уже обустраивает. Еще Александр подумывает развивать экотуризм и у себя на ферме принимать гостей. Марина Ступак и Евгений Педин. Настоящее время. Киев. В Ереване одним из самых активных участников митингов стал пес по кличке Белый. Так его назвали жители армянской столицы. У Белого нет хозяина и дома, но пес стал всеобщим любимцем. Во время митингов он всегда был в первых рядах. Здесь его кормят, гладят и любят. Белый отвечает взаимной любовью и поддержкой даже во время полицейских спецопераций, когда вокруг раздавалась стрельба. Где бы ни собиралась многолюдная толпа, Белый в первых рядах. Будь то выступления протестующих, полицейских и даже Папы Римского. Что бы ни происходило на улицах Еревана, Белый всегда рядом. В Кыргызстане прошел 10-й международный внедорожный фестиваль. На южное побережье озера Иссык-Куль съехались десятки любителей гонок по бездорожью. Как прошли соревнования? В репортаже Рейтер. Меж фонтанами грязевых брызг и облаками пыли закладывают виражи десятки джипов. На берегу озера Иссык-Куль проходит международный внедорожный фестиваль. Он проводится уже в 10-й раз. До этого любители гонок по бездорожью собирались на Байкале, Алтае, Урале и в Сибири. В этом году соревнования решили провести в Киргизии. Поучаствовать в них приехали представители 5 стран. Все регионы России, начиная от Камчатки и заканчивая северной столицей Россия, Петербург, Москва. Вот. Есть даже 2 экипажа с Украины, Львов, Черновцы. С Германии приехали люди, с Владивостока, с Владикавказа. Вот. Ну и наши соседи, Казахстан. Программа фестиваля рассчитана на 5 дней и включает самые разные конкурсы. От джип-спринта до пятиборья, командные эстафеты. При этом трассу и без того неврастую на отдельных участках еще и усложняют прохождение через море грязи, обязательный элемент заездов. Трасса была огонь. Тяжело было везде. Тяжело. Там на сухом месте можно разложиться, сломать шарву, вырвать, что угодно. Там боишься этого. Здесь остановиться нельзя, потому что утонешь. Другим участникам, напротив, трасса показалась легкой, но завершить ее вовремя им помешал форс-мажор. Трасса была достаточно несложная. Конкуренты достойные, сильные, в принципе. Просто получилось так, что перед нами машина сломалась и не дала нам возможность показать себя. Но после заездов участники могли смыть усталость в озере Иссык-Куль и насладиться концертной программой и фаер-шоу, после чего победители гонок награждали брутальными кубками из автомобильных запчастей. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.